Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я расскажу вам, что надо для второго тура аттестации. Да? Если вы прошли уже первый тур, сдали тест, написали эссе, во-первых, поздравляю. Во-вторых, теперь надо вам подготовить все документы для второго тура. Итак, приступим. Для второго тура что нам необходимо? На экране вы видите перечень, список документов на казахском языке. Нам отправили Сейчас я на русский язык примерно вам объясню, да? Для тех, кто, возможно, не знает казахский язык. Давайте-ка начнем. Первое, это у нас заявление. Здесь у вас методисты должны дать именно какое вам надо, да, 8 или 19. 8 это относится и к модераторам, и экспертам, если не ошибаюсь. Но я лично 8 заполняла листок, а 19 исследователи мастеры, если не ошибаюсь. И эксперт, не помню, 8 относится или 19. В любом случае, это ваши методисты должны вам об этом сказать. Второе – это удостоверение личности, то есть копия удостоверения личности. И третье – диплом, тоже копии. Следующее – это у нас четвертым – это курсы, которые вы прошли. Это может быть курсы повышения квалификации и так далее. Пятое – это трудовая книжка, тоже, естественно, копии. Дальше идет шестое. Если у вас уже есть статус, да, модератора или эксперта, да, у вас должно быть этот подтверждающий документ, тоже копии. Седьмое. Здесь уже нужен ваш документ, именно который удостоверяет, что вы именно получили эти баллы, да, если у вас уже есть статус модератора и так далее. Его вы, если потеряли где-нибудь, да, можно зайти в свой кабинет на сайте тест-центра, зайти в свой именно профиль, и там можно скачать. И плюс эссе. Восьмое, здесь уже нужно именно достижение ваших учеников по приказу 514. 514 приказ, и там есть список, какие конкурсы именно нужно для того, чтобы пройти. Да? Следующее, 9. Это уже на профессиональном уровне, ваши именно достижения тоже по этому приказу. Дальше 10. Здесь уже относится к педагогам-исследователям и педагог-мастерам. Именно опыт работы за эти 5 лет или за 3 года, что вы сделали и так далее. Да? То есть здесь уже нужно составить ваш именно список, что вы сделали за это время. Так, 11. Лист наблюдения. Плюс еще нужно здесь ваши видеодиски, да, видео уроков, как вы проводите. Здесь то же самое по модераторам. 2 видеоурока нужно, а экспертам и исследователям 3 видеоурока. Видеоурок, если не ошибаюсь, 10 минут должно быть, но некоторые учителя, по-моему, именно на 10 минут и не отправляют, некоторые и даже и меньше отправляют. Ну, я не знаю, это обязательно или нет, но максимум 10 минут. 12. Здесь уже это протокол. Здесь уже должны ваши методисты это делать. И в 13. 13 это тоже лист наблюдения. Тоже ваши методисты должны это вам отправить. И в 14 пункте здесь уже качество знаний за последние 3 года, за последние 5 лет по вашему предмету, да?
Это можно сделать на Word. Ну, обычно делается это на Excel, но это примерно так, да? Какие годы именно, вот, например, учебный год, да, 17-18, ну, это примерно вот так можно делать. Или можете на Excel. То есть главное, чтобы было видно качество знаний за это время. Следующее, 15-е, это работа по пробелам. По пробелам тоже нужно включить. По пробелам примерно так делается. Я снизу закреплю портфолио. То есть вот эти все документы, вот 15 пунктов, это у вас все должно быть в вашем портфолио. Да? Надеюсь, это видео для вас было полезно. Да, поставьте лайки, подписывайтесь на канал. И удачи вам!